Да, вы расскажите, что вы знаете по поводу конфликта в пригородном районе в 1992 году в Северной Осетии. Значит, нас отправили, я тогда работал в Красном Кресте и на Московской скорой помощи. Вот, и нас туда отправили на 2 машинах, загнали их в транспортный самолет для скорой помощи. Вот, и полностью сменные бригады, ну там человек до 15 где-то с водителями, там, ну человек 14, наверное, вот так 13 было нас. Вот, и нас поселили в Назране, в больнице, в областной больнице, в центральной, значит, на 5-м этаже, по-моему, то ли в глазном, то ли в лор-отделении, ну, без лифта 5-й этаж. Вот, значит, когда мы туда приехали, а ехали мы, приземлились, по-моему, в Грозном, то ли в Махачкале, в общем, мы точно были в Грозном и ехали своим ходом, вот, приехали в Назрань, и были ошеломленные люди, были и военные, и милиция тогда, и мы приехали доложить прямо вот в центре Назрани, вот это здание администрации, и оказалось, что там до 100 заложников, то есть там же тогда захватывали ингушей в пригородном районе, а я так понял, что мирных жителей разместили в подвале, значит, вот этой администрации. И мы, как бы понимали, с одной стороны, куда ехали, но когда вот так вот приехали уже тут такие, там, значит, вот эти люди, сидит мальчишка какой-то школьник с автоматом в этом подвале. Но причем я когда сказал, что я в Красном Кресте работаю, и чтобы мне дали возможность на них посмотреть, мне сразу это самое, то немножко позамещались и разрешили. Ингушские заложники были? Нет, осетины были заложники, вот, и я убеждал долго, значит, что, на самом деле недолго, но несколько у меня было разговоров, причем даже мы ехали, я не помню куда, на Волге с муфтием Ингушетии, и я его убеждал, что от заложников, их трудно поменять их надо просто посредникам отдать, потому что их надо кормить, не дай бог с ними что случится. И, в общем, буквально в этот же или на следующий день они были освобождены и переданы посредникам, и, так сказать, не стали ждать этого размена, потому что, в этих войсковых городках те ингуши, которые жили в пригородном районе, не успели эвакуироваться, там, они не в заложниках были, а у военных. Конечно, люди попадали, то есть, и гибли, и попадали. Я имею в виду, что те, которым, они искали спасения, вот. Это ингуши. Армия, она наступала, конечно, и она применяла и артиллерию, и танки стреляли. Вот когда мы ездили эти разрушенные улицы, значит, как он называется, круг вот этот вот из Ингуши, из столицы, из Назрани выезжаешь, и чтобы куда-то еще ехать, там в Беслан, в этот самый Владикавказ, там сначала круг такой. Вот это была последняя форпост, а дальше уже тот самый, ничейная территория, и прямо от круга начинается огромное село, в котором жили ингуши и осетины через дом. И вот ингушские это сгоревшие дома, а эти самые и коровы лежали, то есть вот мы когда ехали, объезжали туши, то есть уже убитых убрали, но вот это вот запах войны, сгоревшие дома, сгоревшие разлагающиеся животные лежащие, может быть и люди, там мины, то есть мы ехали только вот по этой разбитой дороге. Вот, и вот я в нескольких там мероприятиях участвовал, то есть мы возили раненых в Грозный, там, значит, большой госпиталь, значит, туда. Раненых кого? Ингуши. Ингуши, да? Вот. А жертв, трупы ингушские видели? Они же воевали, они же наступали, и до того, как вмешалась армия, они до Владикавказа отодвинули вот эту границу Ингушетии, вот эти свои исторические, как они считали, земли они забрали. Вот, а потом, когда армия, она пошла прямо в наступление на стороне осетин и, так сказать, тех, кто вот жил в этом пригородном районе, через полосица такая совместно осетины и ингуши.
Вот, они, значит, получилось, что были вот сюда выдвинуты обратно, а часть еще шли через горы. И вот мы ездили встречать колонны беженцев, изможденных людей, которые несколько дней с детьми, стариков несли, шли там вот по этим горным тропам, выходили через горы. Ингуши. Ингуши, да, совершенно. Вот. И при мне, например, начала наступать российская армия на Грозный, а мы как раз возвращались, отвезли раненого. И вот у нас перед носом дорогу чеченцы перекрывают, потому что мы еще на чеченской были территории, а с той стороны уже Назрань прошли, и танки, вот, вот эти вот оперативные группы, то есть, значит, десантники, они двигались на технике, подходили с этой стороны к блокпосту, но там удалось остановить это. То есть они как бы в Ингушетии остались, вот, а на Грозный в тот момент не пошли. В общем, много воспоминаний, просто это самое. Все, спасибо вам большое. Спасибо.